Площадь Святого Петра, среда, 22 февраля 2017 года, Папа Франциск, общая аудиенция. Дорогие братья и сестры, добрый день. Часто нас искушают мысли, что мироздание — это наша собственность, наше владение, которым можем распоряжаться по нашему желанию, и нет необходимости кому-либо давать отчет об этом. В прочитанном отрывке из послания к римлянам апостол Павел нам напоминает, что мироздание — это, наоборот, великий дар, который Бог вложил в наши руки, чтобы мы могли общаться с Ним и видеть в Нем печать Его замысла любви, над свершением которого нас всех и призывают сообща работать день за днем. Тем не менее, когда мы впадаем в эгоизм, наша человеческая натура приходит к тому, что разрушает даже самые прекрасные вещи, которые нам доверили. Это также происходит и с нашим миром. Возьмем воду. Вода — это одно из самых прекрасных и важных творений. Вода дает нам жизнь, помогает нам во всем. Но чтобы добыть ископаемые, как же мы загрязняем воду, мир и разрушаем сотворенное. Это только пример, а их много. Через печальный опыт греха и разрушенное единение с Богом, и мы ломаем исходное единение со всем, что нас окружает, и приходим к развалу мироздания, подминая его под себя, уподобняя его нашей бренности. И, к сожалению, последствия всего этого каждый день прямо перед нашими глазами. Когда рушится единение с Богом, человек утрачивает свою исходную красоту и приходит к тому, что обезображивает все вокруг себя. И там, где все ранее отсылало к Богу Творцу и Его бесконечной любви, теперь оно несет на себе печальные признаки разорения людским высокомерием и ненасытностью. Человеческое высокомерие, злоупотребляя мирозданием, разрушает. Господь все-таки не оставляет нас одних. И даже в этой печальной картине Он предлагает нам новые возможности освобождения и всеобщего спасения. Это с радостью и подчеркивает Павел, приглашая нас прислушаться к стенаниям целого мира. Стенания целого мира. Сильное выражение. Если мы присмотримся, то заметим, что на самом деле все вокруг нас стенает. Стенает само мироздание, стенаем мы, люди, и стенает Дух внутри нас, в нашем сердце. И эти стенания не есть пустое и горькое причитание, но, как верно говорит апостол, суть стенания роженицы. Это стенание страдающих, но тех, кто знает, что идет к свету, к новой жизни. И в нашем случае это именно так. Мы пока сражаемся с последствиями наших грехов, и все вокруг нас несет признаки наших трудов, нужд, запретов.
В то же время все-таки мы знаем, что спасены Господом. И уже нам дано созерцать и предвкушать в нас же и во всем, что нас окружает, знаки воскрешения, Пасхи, что творит новое мироздание. Это и есть суть нашей надежды. Христианин не живет вне мира. Он умеет признавать в своей жизни и во всем, что его окружает, признаки скверны, эгоизма и греха. Он сопереживает страдающим, плачущим, изгнанным, отчаявшимся. Но в то же время христианин научился видеть все это глазами Пасхи, глазами Христа воскресшего. И вот он знает, что мы живем во времена ожидания, во времена страстного желания, что простирается дальше настоящего, во времена исполнения. В надежде мы знаем, что Господь хочет излечить навсегда Своим милосердием израненные и униженные сердца, и все, что человек обезобразил своим неверием, и тем самым Он возродит новый мир и новое человечество, окончательно примирившиеся в Его любви. Сколько раз мы, христиане, искушались разочарованием, пессимизмом. Иногда мы бросались к бесцельным причитаниям, или мы оставались без слов и не знали даже, чего просить, о чем надеяться. И снова нам на помощь приходит Святой Дух, дыхание нашей надежды, что поддерживает в нас стенание и ожидание в нашем сердце. Дух видит для нас дальше дурных проявлений настоящего и уже сейчас открывает для нас новые небеса и новые земли, которые Господь готовит для человечества. Спасибо.